Доброе утро всем тем, кто встречает день вместе с программой «Утро Якутии», самой уютной и семейной программе на телеканале «Якутия-24». Наступила пятница, завершение рабочей недели. Чем не повод сегодня поднапрячься и все свои дела завершить, чтобы, как говорится, с чистой совестью уйти на выходные. Этого мы вам, наверное, сегодня в первую очередь желаем. Ну и, конечно, желаем в ближайшие 50 с небольшим минут провести отличное время в нашей компании, потому что мы, как всегда, приготовили много всего интересного, познавательного, местами даже удивительного и красочного, конечно. Все это вот в это ближайшее время будет специально для вас, чтобы поднять ваше настроение, и это настроение в течение дня никуда не угасало. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку на него в виде QR-кода видите на своем экране. Отсканируйте, попадайте, подписывайтесь, будьте с нами в течение дня. Ну а прямо сейчас узнаем, что же творится за окном. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 17 до плюс 23, в заречной группе от 16 до 23 градусов тепла, в южных от 15 до 21 со знаком плюс. В Вилюйской группе плюс 17, плюс 26, в Нижнеленских плюс 16, плюс 23, в западных плюс 18, плюс 27. В Колымо-Индигирской группе улусов от 13 до 23 градусов тепла, в Янских от 14 до 21 со знаком плюс, на северо-западе плюс 11, плюс 26. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра зафиксировалась на отметке плюс 16 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается слабый дождь, который начнется ориентировочно в 16:00, завершится в 21:00. Также ветер западный от 1 до 3 метров в секунду в течение дня. Температура воздуха максимально сегодня прогреется до 20-23 градусов со знаком плюс. Узнали о погоде, ну а, собственно, теперь перейдем, наверное, к одному еще важному, если не самому важнейшему ритуалу утра. Это, конечно же, зарядка, которая позволяет нам зарядиться бодростью, причем на весь день. Наш спортивный инструктор вновь готов показать комплекс упражнений, который осилит каждый и который поможет как следует взбодриться. Всем доброе утро, меня зовут Мария Растургуева, и у нас сегодня зарядка с акцентом на наш пресс. Итак, наше первое упражнение – бег в упоре. Упираемся на прямые ручки, ножки вытянули и на выдохе коленки к себе. Выдох, вдох, выдох, вдох. 20 повторений и начали. Раз, два, три, 4, дышим, выдох, вдох, выдох, вдох, 10, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Закончили. Следующее наше упражнение – скручивание лежа. Ложимся на спину. Ножки подняли, сгибаем в коленках, ручки за голову и крест-накрест. Касание на выдохе. Выдох, вдох, выдох, вдох. И начали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 9 и 10. И следующее наше упражнение – подъем ног лежа. Ложимся на спину, руки под таз, голову не отрываем от пола, ножки поднимаем на 45 градусов. И начали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Наверху выдох. 8, 9 и 10. И если вам не сложно, можете еще 10 раз повторить. Продолжаем работать над нашим прессом. Дальше. Ручки вытянули и касаемся ног. Ножки поднимаем и касаемся. Выдох, вдох, выдох, вдох. Повторяем 10 раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кому не сложно, делаем еще 10 повторений. И в заключение мы сделаем растяжку. Так. Тянемся вперед, растягиваем наш пресс, дышим, выдох. Тянемся. Раз, два, 3, 4. Назад ушли. Раз, два, 3, 4. Еще раз. Раз, два, 3, 4. И последний раз. Раз, два, 3, 4.
Я рекомендую вам делать эту зарядку каждое утро, и у вас будет плоский живот. Всем хорошего дня. Всем пока. Ну а теперь пришло время ознакомиться с информацией о последних событиях. С ней с нами поделятся наши коллеги из информационной службы нашего телеканала, после чего мы вернемся и поговорим на тему сбора грибов и ягод. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Инфляция в России замедлится до 7,8% к концу текущего года. От целевого уровня в 4% темпы роста потребительских цен достигнут в 2027 году. Об этом говорится в экономическом обзоре Евразийского фонда стабилизации и развития. Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз на текущий год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле. Бойцы СВО должны получать второе среднее образование бесплатно. С таким предложением выступает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В 2024 году квотировалось поступление в высшие учебные заведения детей участников СВО. А потом в Государственной Думе был поставлен вопрос о том, чтобы и сами бойцы имели льготное право на получение высшего образования. Она отметила, что к ней поступали обращения от самих бойцов спецоперации, а также от их жен и матерей. Они искали деньги на оплату образования. Омбудсмен обратилась с этим вопросом к Владимиру Путину. Он дал поручение рассмотреть вопрос в законодательном плане. Впервые в Якутске появилось оборудование для исследования кожи, оснащенное искусственным интеллектом. Теперь возможно в долгосрочной перспективе следить за изменениями участков кожи. Прибывший в республиканско-кожно-венерологический диспансер аппарат фотографирует все тело, создавая карту родинок. Исследовать состояние кожи можно за 5 минут. Ранее на составление одной такой карты уходило до 1 часа. Программное обеспечение фиксирует их размер, форму и цвет. Как отмечают специалисты, на сегодняшний день одной из опасных форм рака кожи является меланома. А новый метод диагностики позволяет своевременно выявить степень их доброкачественности или злокачественности благодаря камере высокого разрешения. В первую очередь это помощь нам, докторам, да? Точность его диагностики 99%. Увеличение родинок, кожных новообразований у него возможность от 20 до 140 раз. В Мирнинском Айхал-Трансгазе 500 работников получат спецодежду и средства индивидуальной защиты по новой системе аутсорсинга. С начала лета обновили экипировку уже 90 газовиков. На центральном складе предприятия организован пункт выдачи. Трехлетний договор, заключенный по модели, успешно опробован на Удачнинском ГОКе. Гарантирует высокое качество одежды, а также своевременную выдачу согласно утвержденным нормам. Сотрудников уведомляют о сроках получения через специальное приложение. Было принято решение о проведении закупочной процедуры и заключения договора по обеспечению работников СИС и спецодежды с услугой аутсорсинга для 2 газовых предприятий – ООО «Айхал-Трансгаз» и «Алросагаз». Что ж, накануне прошли неплохие такие дожди, и это может, кстати, означать одну приятную вещь. Любители и профессионалы по собирательству грибов уже, наверное, закатали рукава, собрали ведра и бродят у ближайших лесов, возможно, прямо со вчерашнего дня. А вот что же касается ягодного сезона, когда он наступает и каким будет этим летом, нам расскажет наш гость, руководитель департамента лесного хозяйства Министерства экологии Республики Андрей Сергеевич Корнилов. Андрей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, собственно, когда сбор ягод и плодов в Якутии начинается, потому что, в принципе, это тоже какая-то такая традиционная занятость нашего населения. Да, мы, Министерство экологии, 9 июля издали распоряжение, согласно которому были установлены сроки сбора ягод и грибов. И какие сроки там, собственно, в этом распоряжении значатся? Ну, подробности, да, смотрите, с центральных заречных и вилюйской группе УСов, допустим, всем любимую землянику можете уже собирать уже в 15 числах июля.
касаемо уже голубику, это уже можете собирать в 20 числах июля. То есть июль у нас, можно сказать, ягодный. А с чем вот эти сроки связаны и почему важно их соблюдать? Многие граждане, бывает то, что начинают собирать раньше положенного срока, в результате чего у нас могут быть повреждены растения. И с учетом климатических зон республики и погодных условий уже министерство выдает такие вот, устанавливает сроки определенные. То есть это, в принципе, какие-то сроки, которые выверяются там, на основе, условно, там, природного анализа, что вот тогда ягода созревает. Да, совершенно. Ага. Но я так понимаю, что сбор раньше еще может быть чреват какими-то, ну, там, условно, если употреблять потом эту ягоду, там, последствиями в виде, может быть, там, пищевого отравления и так далее. Ну, если мы говорим про незрелую ягоду. Незрелый, ну, скорее всего, пищевой вряд ли будет, но не будет тех витаминов, которые вот, когда они созревают полностью, то есть их отсутствие будет. Ага. Ну, минимальное Ага. количество. Собственно, вот, как вы сказали, да, всеми любимая земляника. Мы упомянули сроки про голубику землянику. Помимо этого и брусника у нас собирается очень активно в республике. По ней существуют ли сроки тоже? Нет, сроки все установлены, да, и граждане могут ознакомиться у нас на сайте Министерства экологии, а также подписаться на телеграм-канал Министерства экологии, где можно ознакомиться не только со сроками сбора ягод, а также с другими интересными новостями в сфере экологии. Мгм. Ну, это другой момент касательно сбора ягод. Можно ли собирать плоды, опять же, ягоды, да, для дальнейшей, может быть, продажи? Потому что, ну, бывают случаи, мы иногда видим, там, вдоль дороги кто-то грибами торгует и так далее. Смотрите, лесным законодательством предусмотрено, что граждане имеют право собирать вот, ягоды для собственных нужд. А юридические лица уже обязаны, ну, имеют право оформить уже участок в аренду. То есть именно участок в лесу под сбор? Да, Такое тоже допустимо. допускается. Но если, допустим, человек, физическое лицо, не зарегистрирован юридически, пошел сам в лес, собрал ягоды, вышел, продает их, если это вдруг выясняется, да, какие-то штрафные санкции предусмотрены? На практике у нас такого не было. Такого не было на практике. Вот. Ну, говорим, помимо ягод, да, еще такая традиционная лесная забава, да, если можно так выразить, точнее, активность, это, конечно же, учитывая еще наше дождливое лето в этом году, как-то давно такого не было, что дождей так много. Это, конечно же, грибы, всеми любимые. Есть ли какие-то правила по сбору грибов? Таких ограничений по сбору грибов нету. Просто необходимо соблюдать именно вот, сам сбор грибов. Это необходимо ножом либо срезать у основания гриба, либо выкрутить, чтобы не повредить вот, лесную подстилку. Ага. То есть либо выкручиваем, то есть просто Да. так взять его. Взять это, нельзя, да, то есть То есть либо под корешок срезаем, либо выкручиваем. против часовой стрелки, наверное, как болт. Вообще, в целом, в это время, опять же, у нас порой, да, ну, обычно в летний сезон устанавливается пожароопасный сезон. В этом году, к слову, и лесных пожаров я что-то даже и не слышал, чтобы они где-то были. Тем не менее, существуют ли сейчас ограничения вообще на посещение лесов, во-первых, а во-вторых, на сам сбор, вот, опять же, грибов, ягод и так далее? Смотрите, граждане имеют право свободно пребывать в лесу, это во-первых, да, и вот, свободно, в принципе, и собирать ягоды, ну, в установленные сроки. При этом и лесным законодательством и иными федеральными законами могут быть наложены ограничения. Это по правилам пожарной безопасности и по санитарной безопасности. Ну и также иными. Можно вкратце, наверное, основные вот пункты по пожарной и по санитарной безопасности? Ну, в случае, допустим, у нас возникнет ЧС по пожарной безопасности, по санитарной, это в случае, если на определенном участке будут проводиться какие-то мероприятия, в части санитарной, то есть опрыскивание против жуков. То есть это нельзя или наоборот можно? Ну, в период там нельзя, потому что там могут люди отравиться. Ага. То есть, опять же, может на ягоду тоже Да, попасть. это все попадет, и люди могут То есть повредить здоровье уже. все как обычно и базовое. Ничего не распыляем, ничего Да, не и- поджигаем. Да, и самое главное, это и правило, то, что сами граждане, то есть они при сборе, ну, посещении в лесу обязаны соблюдать такие же правила. Правила по пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности. За нарушение санкций какие предусмотрены? Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено
по части 3 статьи 825 за нарушение сроков. Это на граждан от 200 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000 рублей и на юридических лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Мгм. Ну, Андрей Сергеевич, спасибо за информацию полезную, актуальную, тем более, что вот-вот уже ягоды начнем собирать, как вы сказали, сроки Да. установлены. Я думаю, всем будет полезно. Ну и помним, да, опять же, про пожарную безопасность, помним про санитарную безопасность. Главные ключевые вещи, в том числе, наверное, касается и мусора. Конечно. Потому что, да, в лесной лес нужно беречь. Мы все помним эту фразу и эти вывески, которые всегда где-то рядом с лесом расположены. Вам желаем отличного дня и, конечно же, успехов в работе. Спасибо. Вот. Ну а дожди дождями, тем не менее, ходят слухи, что тепло все-таки не за горами, и стоит подумать уже о пикниках. Главным атрибутом летнего пикника чаще всего является шашлык, но опять же помним про пожарную безопасность, все должно быть в специально оборудованном месте производиться. Тем не менее, поговорим про то, что готовится. В магазинах можно встретить огромное количество вариантов уже готового замаринованного мяса, однако, когда мясо замариновано собственноручно, это делает блюдо особенно вкусным. Поэтому сегодня давайте узнаем рецепт простого и вкусного маринада для шашлыка. Доброе утро, Якутия. Меня зовут Дмитрий Лунев, я шеф-повар ресторана «Тартуга». Началось долгожданное лето, и я хочу показать вам несколько интересных маринадов. Маринад для курицы и маринад для свинины. Для начала нам понадобится куриное бедро. Для маринада мне понадобится чеснок, паприка копченая, майонез, горчица, соль, сахар и соевый соус. Первым делом начинаю заправлять соевым соусом. Соль, желательно крупная, черный перец, сахар, копченая паприка. Тщательно перемешиваю. В подготовленное мясо я добавляю обычную русскую горчицу. Горчица даст мясу мягкость, сочность, также легкую приятную кислинку. Добавляю чеснок, перемешиваю. Также я добавляю вместо растительного масла майонез. Обычный майонез провансаль. Майонез перемешает все вкусы. Маринад в таком виде мы оставляем примерно на 12-14 часов, желательно на ночь. И жарим на углях. Переходим к шашлыку из свинины. Добавляю соль. Добавляю также русскую горчицу. Лук нарезаю полукольцами. От лука нам нужно взять только луковый сок, в принципе. Также добавляю сахар. И хорошо перемешиваю. Максимально раздавливаю лук, чтобы он дал как можно больше сока. В маринад для свинины я рекомендую добавлять обычную холодную воду из расчета 100 грамм на килограмм мяса. Вода смешается со всеми вкусами, с солью, с сахаром, с горчицей, с луком. И при жарке свинины, когда у вас свинина будет терять влагу, за счет вот этой жидкости, да, воды, которую мы добавили, свинина останется сочной и вкусной. А если бы мы не добавляли воду, то она может подсохнуть. Также я рекомендую для шашлыка из свинины использовать свиную шейку. В ней больше жира, мясо получается сочным, вкусным. После того, как мясо хорошо перемешали и большая часть нашего маринада впиталась в мясо, добавляем в конце растительное масло. Масло даст хорошую корочку и запечатает все соки внутри шашлыка. Наш свиной шашлык в маринаде мы отправляем на 12-14 часов в холодильник при температуре примерно 5 градусов. И потом можно смело жарить.
Наш шашлык готов. Мы мариновали его 16 часов. Осталось только его подать и засервировать. Шашлык мы жарили на углях, на березовых. Не бойтесь экспериментировать с маринадами. Добавляйте свои любимые специи, травы, соусы, все, что вам нравится. Сезон шашлыков в самом разгаре. Не забывайте, что для хорошего шашлыка нужно не только хорошее мясо, но и правильный маринад. Экспериментируйте, не бойтесь и всем приятного аппетита. С таким маринадом, думаю, можно и тепла полноценного не дожидаться и пожарить мясо уже сегодня. Тем более, что отмечается сегодня Всемирный день жареного мяса. Ну а на десерт можно поесть просто шоколад. Такой подход нам диктует уже другой гастрономический праздник – Всемирный день шоколада. Так что сам календарь сегодня сулит нам вкусный день. Ну а мы далее расскажем о других праздничных и памятных событиях, которыми отмечен день в календаре. На календаре 11 июля. Сегодня отмечают Всемирный день шоколада и Всемирный день народонаселения. По народному календарю этот день называли также крапивным заговением. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы, последние в этом году. Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья, люди говорили «упала по листу, придет август, упадет по два» и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель, замечали приметы. Если кукушка в это время переставала куковать, это означало, что зима наступит рано. Этот день в истории. 1897. Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. 1974. Найдена знаменитая китайская терракотовая армия. 1941. Началась героическая оборона Киева во время Великой Отечественной войны. 1998. В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр. В этот день родились 1903. Рудольф Абель, советский разведчик, полковник. 1910. Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей. Именины сегодня отмечают Григорий, Иосиф и Сергей. Все упомянутые даты крепко закрепились в нашей истории, но мы не забываем про настоящее и далее узнаем о ключевых событиях нашей жизни, которыми отметилась уходящая неделя. Подробнее о них можно в том числе прочитать в еженедельнике «Якутия». Какие материалы вошли в сегодняшний выпуск, узнаем далее. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере главной газеты республики. После их спектакля многие зрители плакали, да и невозможно было смотреть сухими глазами спектакль о событиях 2014 года на Донбассе, представленный Донецким театром. Как удалось сохранить храм культуры в годы украинской агрессии? Кто приходит на спектакль, невзирая на обстрелы, и сколько человек потеряла в боях театральная труппа. Читайте в рубрике «Гость номера» рассказ заслуженной артистки Донецкой Народной Республики Елены Мартыновой. Он приехал учиться в СФУ из Сирии, что было самым сложным в его адаптации. Почему для учебы студент выбрал именно Якутск? И что больше всего удивило сирийца Усаму Афейса на якутской земле? Об этом вы узнаете из статьи в нашей постоянной рубрике «Учусь в России». 22-я спартакиада по национальным видам спорта, который нынче проводил Татинский улус, подошла к концу. Кто победил в играх Манчары 2025 года? Какими сенсациями запомнятся нам эти соревнования? И что происходило вокруг спортивных состязаний? Читайте в материалах рубрик «Вокруг игр Манчары» и «Спорт». А вы знали, что арктический центр эпоса и искусств у озера Сайсары возводят там, где проводил свои эсэхи легендарный Эллей? Или что крыша центра будет эксплуатируемой, на ней организуют новое общественное пространство? Об этих и других особенностях строящегося уникального культурного центра читайте в нашей рубрике «Специальный репортаж». Июль набирает обороты, а это значит, что лето в самом разгаре и самое время готовить летние легкие блюда. Мы собрали для вас самые интересные рецепты окрошки. Ими поделились с нами шеф-повара популярных ресторанов Якутска. А еще в номере, как всегда, занимательный сканворд, гороскоп на неделю, подборка самых свежих анекдотов. Будьте в курсе событий, читайте газеты Якутия. Хорошего вам дня!
Добавим еще кое-чего в копилку ярких событий этой недели. В Московском музее Востока состоялся фестиваль, посвященный современной культуре народов Республики Саха. Причем организаторы решили провести мероприятие в новом формате шоу-кейса. В чем особенность, выяснял Максим Кардозу. Якутский шоу-кейс в Музее Востока – это сплошной эксперимент. Взгляд молодежи на родную культуру. Главная цель организаторов – познакомить жителей и гостей столицы с современной Якутией, которая открыта миру, но и в то же время не забывает о традициях. Я занимаюсь сам уже более 10 лет креативными индустриями, поэтому очень глубоко в целом вникаю в каждое из направлений. У нас тут представлено и кино, и музыка, и лекции, и мастер-классы. То есть это такой большой фестиваль, который объединяет сразу несколько сфер индустрии креатива. Данный фестиваль, он предназначен для того, чтобы популяризировать якутскую культуру и нести в массу нашу историю, наши традиции и, конечно же, деликатесы, наши вкусности. Во время фестиваля было чему удивиться. Вот, например, индийский слон Бастыне. А это осохой как на якутском, так и на русском. Так как мы живем в большом городе, в многонациональном городе, нам хочется, чтобы и русскоязычные народы присоединились к нашему круговому танцу осохой. Правда, без привычных обрядов тоже не обошлось. Каждому пришедшему на фестиваль вручают ленточку для салама. Здесь же ее можно повязать и обязательно по традиции загадать желание. Во время фестиваля весь день работала и ярмарка, где были представлены якутские украшения, обереги, одежда, а также хамусы. Кто-то не знает совершенно, что это, либо кто-то прям уже знает, уже бежит и видит: о, хамусы, ура, покажите, какие есть, какие ноты и так далее. Для Музея Востока якутский шоу-кейс тоже стал настоящим экспериментом. Одной из ключевых задач Музея Востока на данный момент – это развитие и популяризация восточных регионов России. И Якутия, конечно же, является одной из крупнейших регионов в нашей стране, восточных. И большое количество предметов находится в собрании музея. Наверное, это первое такое крупное именно мероприятие фестивального формата, посвященное какому-то региону России. Этот фестиваль смог удивить не только москвичей, но и якутян, которые живут в столице. Современный взгляд на родную культуру вдохновляет все большее количество молодых людей, помогает не забывать о корнях и способствует открытию новых горизонтов. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Тем временем студент из Нерюнгри завоевал серебряную медаль чемпионата высоких технологий. Межрегиональный этап чемпионата прошел в городе Бирск, Республики Башкортостан, по компетенции здоровья, сберегающие технологии. Это одно из самых значимых и престижных мероприятий в области инноваций и инженерных решений. Подробности в следующем материале. Чемпионат высоких технологий проходит в рамках всероссийского движения «Профессионалы». Участники соревнуются в различных компетенциях, демонстрируя свои навыки и профессиональное мастерство. Разработчиками новой компетенции чемпионата под названием «Персонализированные здоровьесберегающие технологии» являются сотрудники Нерюнгринского медицинского колледжа. Разработали, провели региональный этап, нас поддержало все научное сообщество, участие приняли 19 регионов, в связи с чем было Москвой принято решение провести итоговый межрегиональный этап. Отличием от других чемпионатов это то, что связано с современными цифровыми технологиями, да, применяем интерактивные технологии, а также используем для выполнения модулей какие-то новинки в медицине, то есть современное оборудование, современные тесты, которые только вводятся в медицину. Таким образом мы можем популяризировать и упрощать работу медицинских работников. Студент первого курса Нерюнгринского медицинского колледжа Павел Белоногин, обучающийся по специальности лечебное дело, в региональном этапе чемпионата занял первое место. На межрегиональном этапе – второе место. Сложнее всего теоретические знания перевести в практические. И на подготовке мы уделяли этому отдельное внимание. Персонализированные здоровьесберегающие технологии – это технологии, использующие передовые научные достижения, данные о конкретном человеке, чтобы создавать персонализированные программы профилактики, диагностики и лечения.
в весеннем этапе мы рассматривали современное протезирование при помощи электронных устройств и прочем. В этом же этапе мы больше использовали сами по себе высокие технологии, которые сейчас постепенно входят в обиход. Таким образом, учимся с ними работать на более постоянной основе. Допустим, дистанционный ЭКГ-прибор. Такая небольшая планшетка. Нужно осуществить специальные манипуляции, не особо сложные на самом деле. И после этих манипуляций он выдает результат. Впереди нюрнбергенца Павла Белоногина ждет финал чемпионата, который пройдет в городе Великий Новгород осенью этого года. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжим говорить про здоровье. И сейчас поговорим про важную часть, которая его составляет. Это, конечно же, здоровый сон. Вот о том, как наладить режим сна и как вообще нормализовать этот процесс, узнаем далее. Недостаток сна негативно сказывается на многих аспектах нашего здоровья. Ухудшает концентрацию внимания, память, влияет на наш внешний вид, а также может привести к раздражительности и снижению работоспособности. Уделяя внимание своему сну, мы инвестируем в свое здоровье и благополучие. Для того, чтобы сон был у человека качественным, нужно соблюдать некоторые правила гигиены сна. В первую очередь это соблюдение режима сна. Мы должны стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время, при этом строго следить за временем пробуждения. Даже если вы не поспали, даже если вы мало поспали в течение ночи, то вы должны все равно вставать в одно и то же время. Не пытаться доспать утром и не спать днем. Для улучшения качества сна специалисты также рекомендуют избегать употребления кофеин-содержащих напитков во второй половине дня, крепкого кофе, энергетиков или алкоголя. Также не стоит ложиться спать голодным или на полный желудок. Оптимальным будет прием пищи за 3-4 часа до отхода ко сну. Проветривание спальни, создание комфортной температуры и темноты также способствует более глубокому и спокойному сну. Существенное значение имеет соблюдать правила, использовать кровать только по назначению. Многие люди сейчас, допустим, перед сном очень долго смотрят телефон, могут смотреть сериалы, находясь в кровати, могут работать в кровати, могут кушать в кровати или просто лежать, отдыхать с телефоном в кровати. Мы должны использовать кровать только для сна, потому что мозг может нас перепрограммировать, что мы в кровати едим, работаем, отдыхаем и не программировать нас на сон. Поэтому очень важно также это условие соблюдать. Не менее важны и психологические аспекты подготовки ко сну. За час или два до сна не рекомендуется просмотр громких и динамичных роликов, будоражащих фильмов или компьютерных игр. Остаток вечера лучше посвятить успокаивающим ритуалам, таким как чтение книг, прослушивание расслабляющей музыки или белого шума. Неспешная прогулка также благотворно влияет на сон. Но если вы все-таки обнаружили у себя бессонницу или проблемы с засыпанием, специалисты ни в коем случае не рекомендуют заставлять себя оставаться в кровати и подолгу ворочаться. Как показали изучения, исследования, если мы ограничиваем время нахождения в кровати без сна и ограничиваем время сна, то в последующем сон может быть более качественным. Не заставлять себя спать. Потому что здоровому человеку нужно где-то минут 20-30, чтобы уснуть. Если в течение этого времени вы не уснули, вы можете просто встать с кровати и выйти в другую комнату. Там переждать, дождаться начала нового часа и потом вновь попробовать поспать. Для здорового и крепкого сна также важно соблюдать и физическую активность, ведь исследования доказывают, что регулярные физические упражнения в течение дня способствуют быстрому и легкому засыпанию. Наладив свой режим сна, вы сможете значительно улучшить качество жизни и повысить свою продуктивность. Будьте внимательны к сигналам своего организма и не забывайте, что здоровый сон – это залог здоровья и хорошего настроения. Надежда Кузнецова, Джулус Иннокентьев, Ренат Нахеев, Якутск. Якутские дерматологи открыли новые возможности диагностики. В Республиканском дерматовенерологическом диспансере заработал высокоточный аппарат на базе искусственного интеллекта «Фотофайндер». Он позволяет фиксировать новообразования по всему телу и одновременно исследовать их. Тему продолжит Сарглана Неустроева.
Теперь кабинет дерматолога в якутском диспансере больше похож на фотостудию. Здесь вам и вспышки камеры, и специальный фон, только вот позирование немного другое. Все для того, чтобы создать настоящую карту родинок на теле и в дальнейшем отслеживать изменения в их количестве и качестве в динамике. Какие-то изменения цвета, размера, формы или того, чего не было на этой коже полгода или год назад, она вот так выделяет и сигнализирует, что именно с этим элементом здесь и сейчас врач должен очень внимательно поработать. Самостоятельно заметить такие изменения бывает очень сложно. Без автоматизации приходится давать характеристику для каждой подозрительной родинки, отмечает московский врач-дерматолог Татьяна Шилина. В республику специалист прибыла, чтобы научить якутских коллег работе с данным аппаратом. Много времени на это не потребуется. Система достаточно бесхитростна и не требует приобретения новых навыков. И мы можем выполнять фотографирование буквально нажатием кнопки. Обработает полученное изображение искусственный интеллект. В базе данных этого устройства сотни тысяч изображений с различными новообразованиями, которые при желании можно открыть и сравнить с имеющимся результатом. Но вряд ли это понадобится. Фотофайндер практически исключает человеческий фактор из первичного обследования кожи. В первую очередь это помощь нам, докторам, да? Точность его диагностики 99%. Увеличение родинок, кожных новообразований у него возможность от 20 до 140 раз. Самым главным преимуществом приобретения этого аппарата станет время, которое при обследовании сэкономит и врач, и пациент. А время, особенно в вопросе онкологических заболеваний, это здоровье. Есть целая программа государственная, по которому жители всех регионов России проходят диспансерное наблюдение, поэтому, конечно, это надо проходить регулярно. 2 раза в год. 2 раза в год обязательно нужно обследоваться. Сегодня на учете диспансера по новообразованиям на коже состоят около 100 человек. Но это не значит, что вопрос не актуален для каждого. Не забывайте, что родинки есть почти у всех, а факторов риска слишком много, чтобы пренебрегать помощью специалиста. Сарглана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. От заботы о здоровье перейдем к заботе об окружающей среде. В Алекминске с начала июня работает трудовая бригада подростков. Усилиями этих ребят в городе зачищают территории от мусора. Кроме ежедневной рутины, бригада стала участником акции «Вода России». В этот день любой желающий мог подойти и помочь в уборке. Теперь чисто. Кучки ребят вместе со взрослыми возвращаются к точке встречи у памятника реки Лена. В этот день на работу городская бригада подростков вышла после обеда, поддержав акцию, посвященную реке. В обычные дни ребята выходят с 10 часов. Набираем детей на 2 сезона. То есть первый сезон, второй сезон. Набираем по 15 человек, 30 человек на 2 сезона. И работаем по городу. В копилке дел уборка территории от мусора, прополка, посадка цветов, покраска, работы достаточно. Я очень люблю свой город и хочу его преобразить. Хочу сделать, чтобы он был красивым, чистым. И также мы красим, убираем. Есть и здоровый практический интерес – заработать. Надо чуть-чуть подзаработать на лето, я думаю. Поэтому вот я выбрал волонтерство, потому что я приношу пользу людям и получаю за это деньги. Вот. Деньги нужны просто. Решили подзаработать? Да. Вообще тяжело, нет? Да нет, нормально. Нормально. Такая простая работа. Что делали? Ну, сначала мы красили памятник Лены, потом заборчики, цветы сажали, убирали мусор. Ну, в основном работаем. Для некоторых работа стала поводом к выводам. Как ты считаешь, что важно для того, чтобы было чище в городе? Может, не хватает урн? Чего не хватает? Урн, так. Ну, не хватает, наверное, людей, еще больше волонтеров, чтобы убирали. Ну, это во-первых. Во-вторых, надо, чтобы люди не мусорили. Это, во-первых, чтобы вообще не убирать за ними. И чтобы сами выбрасывали мусорку. Девчонки, какого мусора больше всего? Стеклянного. Бутылки? Да. Вне урн или в урнах? Вне урнах.
Какие пожелания жителям города? Чтобы не мусорили в городах. Это некрасиво? Да. И неприятно очень. Кстати, вместе с ребятами в этот день на уборку вышли и просто неравнодушные. Среди них семья Шевелевых, без которых не обходится ни один субботник. Почему решили выйти? Потому что это наш любимый город, это наша любимая река, и мы должны все сделать, чтобы она была чистой. То есть не важно, что вы не относитесь к волонтерскому штабу, это Нет, чисто повели? Да, наша семья, мы всегда участвуем во всех субботниках. И вот папа у нас на работе, правда, девчонок взяла и вперед. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. Договорились пока. Ну а прямо сейчас мы вновь передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Якутии проходит профилактическая операция «Детский отдых». Особое внимание уделяется объектам, расположенным в зонах повышенного риска, вблизи лесных массивов, где повышена вероятность природных пожаров. Проводятся пожарно-тактические учения и занятия с участием персоналов объекта, а также с участием детей. С начала сезона проведено 113 практических тренировок по эвакуации на объектах лесного отдыха, в которых приняли участие более 800 человек, персонала лагерей и более 4000 детей. Семейные фермеры могут получить гранты до 30 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Минсельхозе региона через электронный бюджет. На данный момент на участие подали 7 семей. Для того, чтобы пройти конкурсный отбор, семьи должны предоставить проект развития хозяйства, иметь в наличии заемных средств 30% от стоимости проекта, указать доходы от реализации продукции. А средства гранта могут быть направлены на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения и строительство, реконструкция и модернизация производственных объектов. Грант делится на две части. Это субвенция в виде гранта и субсидия в виде возмещения. То бишь с этого года приобретение техники у нас финобеспечением фермеры не могут получить. Они могут получить только на возмещение. Но зато возмещение части затрат на приобретение техники можно получить ежегодно. В этом году у нас в связи с небольшим финансированием, 90 миллионов, мы решили, что на приобретение техники мы деньги передвигать не будем, поэтому у нас 90 миллионов все предусмотрено на финобеспечение, на развитие на развитие семейных ферм. То бишь это приобретение поголовья, приобретение оборудования, строительство объекта по своим направлениям. Сотрудники компании ТАСС «Уряхнефтегазодобыча» выпустили в реки Якутии около 7 миллионов мальков. Зарыбление – часть системных мероприятий по сохранению экосистемы Вилюйского водохранилища. В июне в приток реки Ахтаранды выпущено более 1 миллиона мальков породы пеледи. Мальков специально выращивают в воде из Вилюйского водохранилища, что облегчает их последующую адаптацию и выживаемость. В естественной среде к 3 годам рыба сможет набрать вес до 1,5 килограммов, а через несколько лет уже дать потомство, что положительно повлияет на популяцию. За 10 лет предприятие выпустило в реки Вилюйского водохранилища Якутии почти 7 миллионов рыбной молоди. В Вилюйске отметили 105-летие Героя Советского Союза Николая Кондакова. На улице, носящей имя героя, состоялся праздник. В мероприятии «Праздник улицы» приняли участие дети из летнего лагеря «Хамустасские ребята» школы номер 1 имени Гаврила Чиряева, дети и внуки ветеранов Великой Отечественной войны, а также жители улицы Кондакова. В программе праздника детям рассказали о боевом пути героя, представили его книги и архивные материалы. Детям и внукам участников Великой Отечественной войны вручили памятные подарки, книги и фотоальбомы. К этому часу это вся информация. До встречи в дальнейших эфирах. Адресатка Ульяна, шпионка, Шельма, Шакира. Вот это не все имена 15 коров, которые помогали операторам машинного доения определить, кто же из них лучший. Итоги конкурса «Лучший по профессии» среди операторов машинного доения коров подвели на Камчатке. Как это было и в чем заключался конкурс, узнаем далее.
Итоги конкурса «Лучшие по профессии» среди операторов машинного доения коров подвели на Камчатке. Конкурс проводится 25-й раз, но надо заметить, что он проводится раз в 2 года. У нас чередуется между операторами машинного доения и операторами искусственного осеменения. Поэтому в целом получается 50 лет на сегодняшний день назад первый такой конкурс на территории края состоялся. Важность этих мероприятий, ее сложно подменить, потому что люди между собой соревнуются, показывают свое умение. По большому счету это в том числе и популяризация профессии, работы в сельском хозяйстве. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 9 работников сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств. Среди них 2 мужчин. За 2 конкурсных дня им нужно было пройти несколько испытаний, показать знания теории, сборки и разборки доильного аппарата и даже принять участие в дефиле. Опрятность и оригинальность парадной формы принесла конкурсантам дополнительные баллы. Самым волнительным был 3-й этап – технология машинного доения. В этом деле конкурсантам помогали нарядные буренки. Тут важна санитарная подготовка. Участники конкурса тщательно моют руки, а судьи следят, чтобы волосы у доярок были убраны, а на руках не было украшений. Нарукавники и перчатки одноразовые. Во время дойки особое внимание уделяют соблюдению последовательности действий и технологии в целом, после чего нужно проверить молоко на чистоту. Есть у нас специальный такой молокомер. Они выливают общий объем молока, который надоели, замеряется молокомером. Затем мы определяем чистоту, берем 150 мл. Есть у нас такой редуктазник, который определяет чистоту. И, соответственно, по ГОСТу смотрим, какова чистота. После этого мы ставим нужные баллы, какие мы с судьей определили им. Они совсем соглашаются, подписывают нам учетный лист и идут с аппаратом уже, соответственно, следующий этап – это мойка аппаратов. Обслуживание доильных аппаратов после работы проводится в отдельном помещении и тоже под строгим судейским контролем. Кстати, во время конкурса объем надойного молока особой роли не играет. Этот показатель у каждой коровы индивидуален. К примеру, суточный удой у шпионки 17 литров, а у коровы по кличке Милая на 5 литров больше. Каждая по-разному дает, поэтому здесь от самой коровы зависит, сколько она даст. Индивидуально? Да. Если она не испугается, то она даст вам, например, 20 литров, 25 за раз, там 15, 18. Если она не испугается. Если у нее вполне хороший, комфортный там корм, место, и при этом ее не бьют, не ругают, не кричат, ничего. Она вполне нормально отдоится. Может дать и 18, и 20, и 25. За сутки может и 30 дать даже. Марина из династии животноводов. Оператором машинного доения она работает уже больше 10 лет, а в конкурсе участвует в 5-й раз. Дважды она была признана лучшей на Камчатке. Насколько дольше подоить корову вручную по сравнению с аппаратами? Может, на минут 5 дольше. Это зависит от мастерства. Если ты уже привыкла вручную, то вручную, конечно, тебе быстрее, удобнее и эффективнее. Ты прекрасно чувствуешь и соски, и вымя коровы, поэтому, мне кажется, все-таки вручную, наверное, лучше. Аппаратом просто это комфортнее, и молоко есть куда сложить. Кстати, корове не больно во время дойки? Нет, если ты правильно все это делаешь, то нет. Корова даже удовольствие получает. Вы же ее освобождаете от молока, чтобы у нее не разорвало вымя, чтобы не было каких-нибудь болезненных последствий, мастита, чтобы не было. Поэтому корове не больно, если это делать правильно. А вы коров отличаете по мордам? Но если на нее посмотреть и на вторую посмотреть, они же отличаются. Каждая доярка, если у нее своя группа, она каждую свою корову знает от корки, как говорится, до корки, от А до Я, от рогов до хвоста. Победителем конкурса «Лучшие по профессии» среди операторов машинного доения коров в 2025 году стал Наврузбек Мухсинов, который работает в КамАгро. Ему вручили сертификат на 80 тысяч рублей. Второе место и сертификат на 45 тысяч рублей подарили Марине Апресян, сотруднице сельхозпредприятия «Заречная». На 3-м месте Юлия Зубович, представитель компании «Сосновская». Ей вручили сертификат на 25 тысяч рублей. Абсолютный победитель конкурса Наврузбек Мухсинов будет защищать честь Камчатского края на всероссийском этапе конкурса.
На этом наш эфир завершается. По традиции, пятничный эфир завершаем музыкой, которая прямо сейчас будет звучать для вас. Ну а я желаю вам отличного дня и, конечно же, хороших выходных. До встречи в эфире. Моя родина, милая мелодия, льется песней красота твоих полей. Это моя родина, милая мелодия. И без родины я, что без песни соловей, родина. Тянутся, тянутся, тянутся рекою вдаль бескрайние просторы моей страны. Стелятся, 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 как будто шаль, ковыльные узоры, и в них цветы. Пенятся, пенятся, пенятся над головой задумчивые горы без облаков. Бескрайние просторы моей страны тянутся, тянутся, тянутся. Моя родина, милая мелодия, льется песней красота твоих полей. Это моя родина, милая мелодия. И без родины я что, без песни соловей? Медленно, медленно, медленно за горизонт бежит моя дорога, судьба моя. Крутится, крутится колесо за колесом, спешу навстречу ветру, там ждут друзья. Кажется, 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 что на века безоблачный простор и широкий. Тянется, тянется, тянется за ним река. Я маленький приток у той реки. Моя родина, милая мелодия, льется песней красота твоих полей. Это моя родина, милая мелодия. И без родины моя родина, милая мелодия, милая мелодия, милая моя. Моя родина, родина, родина. Моя родина, милая мелодия, льется песней красота твоих полей. Это моя родина, милая мелодия. И без родины я что, без песни соловей? Это моя родина, милая мелодия. И без родины я что, без песни соловей?